Выборы президента России – это самое яркое и важное политическое событие в нашей стране, а жители Ингушетии никогда не остаются в стороне, когда решается судьба государства. Поэтому с самого утра здесь, на 301-м избирательном участке, огромное количество людей, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Определить дальнейший вектор развития, созидания и будущего своей страны. Каждый сегодня прекрасно понимает, от галочки в бюллетене зависит то, как Россия будет улучшать качество жизни граждан, отвечать на внешние вызовы и отстаивать свои интересы. На 301-м участке в Магасе зарегистрированы 1892 избирателя, 21 из которых голосуют впервые. Среди них и Амина Майсагова. Девушка не могла пройти мимо важного события. Сегодня голосует вся семья. Я сегодня голосовала в первый раз. Мне очень приятно, что выборы проходили в школе, которую я оканчивала. И сегодня я проголосовала за кандидата, от которого я жду мира, процветания нашей стране. И я бы хотела сказать, что выборы – это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации, то есть нашей необъятной родины. И каждый должен прийти и проголосовать за наше будущее. На избирательном участке созданы все необходимые условия, чтобы выборы прошли не только прозрачно, но и со всеми удобствами для избирателей. Специально оборудованы комнаты матери и ребенка, отдыха и место для совершения намаза. Также подготовлены памятки для избирателей, образец для заполнения бюллетеней и информация о кандидатах. На данный момент подали заявление 5 маломобильных избирателей. Комиссия обязательно выедет к ним домой, и они смогут сделать свой гражданский выбор. Также к 8 часам все общественные наблюдатели от партий у нас на участке прибыли и работают. Сидят, за всем наблюдаем, можно сказать. Выборы должны пройти в полной безопасности, поэтому при входе установлен металлоискатель. И, конечно, на участке дежурят правоохранители. Всего здесь установлены 2 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Голосование проходит тайно. Никто не имеет права советовать, за кого отдать голос. За ходом выборов следят общественные наблюдатели. С утра вы сами могли наблюдать, что поток людей очень большой. Люди идут выразить свой гражданский долг, проявляют активность гражданскую. Но вопросов как таковых нет, потому что у нас перед выборами, перед началом вот этого основного этапа работал информ-УИК, обходили члены нашей участковой избирательной комиссии, обходили людей по адресам, разъясняли информацию, объясняли, к какому участку они прикреплены, куда они должны прийти, в какие дни могут прийти. Объясняли, что если, допустим, человек не может, он маломобильный, не может прийти или какие-то другие причины, проблемы со здоровьем, то он может передать заявление устное через третьих лиц. По каким-то нарушениям у меня вообще нету никаких претензий, все проходит очень хорошо, соблюдают все правила. Голосующих граждан очень много. Учитывая то, что уже даже полдня не прошло, очень много проголосовали людей. Условия все соответствуют. Выборы президента России проходят 3 дня. Первый – пятница, рабочий. Поэтому жители приходят голосовать целыми коллективами. С утра отдать свой голос за выбранного кандидата успел и мэр города. Выборы президента страны – это очень важное событие для каждого жителя нашей страны, для каждого гражданина. Потому что в зависимости от того, кого мы выберем, будет и будущее у нас такое. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех жителей города Магас и республики прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой гражданский долг, проголосовать за достойного, сильного президента, лидера, который сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Поэтому выбор за каждым, я думаю, каждый выберет, сделает правильный выбор. Всего в Магасе сегодня свои двери открыли 4 избирательных участка, 3 из которых открыты на базе общеобразовательных учреждений. Активно выборы президента России идут и на 303-м УИКе, который расположен в центре образования Магаса. Здесь также созданы все необходимые условия для избирателей. С самого утра многие успели прийти и сделать свой выбор. Люди приходят, голосуют. И хотелось бы сказать нашим избирателям, что от нашей активности и ответственности зависит наше будущее, насколько оно будет успешным и благополучным. Хочу сказать избирателям, не только своим избирателям нашего участка, но и всем избирателям прийти на свои участки, отдать свой голос, сделать свой правильный выбор. Важнейшие принципы работы избирательных участков – оперативность и прозрачность. На месте работают общественные наблюдатели. Члены избирательной комиссии помогают жителям сориентироваться на участке. Комиссия сегодня по заявке планирует выехать к избирателю на дом. В основном наша работа сводится к тому, чтобы зарегистрировать избирателя, выдать ему бюллетень и рассказать о его правах при голосовании.
Людей достаточно, прям с самого утра. Мы еще открыться не успели, люди были. А так вроде проходит в штатном режиме, но ожидаем, что большинство будут в воскресенье. Каждый от избирателей ждет определенных успехов развития нашей страны и благополучия. Свой выбор многие для себя уже сделали. Сегодня с утра пришла, у меня освободилось время, пришла проголосовать, потому что считаю, что это наш гражданский долг. А что ждете от кандидата? Светлого будущего, надеюсь, что они нам его предоставят. В целом, по стране сегодня открыли свои двери более 94 тысяч избирательных участков. В Ингушетии 142 УИКа. Сделать свой выбор жители могут до 8 часов вечера 17 марта включительно. Рина Цычоева, Джамалил Султыгов, Магаз 24.